Его взяли под стражу прямо в зале суда. До приговора он находился под домашним арестом. Алексей Кайманов заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось отдельно от остальных обвиняемых. Действовали группой. Подсудимый признался, организатор группы на этом процессе, он проходил как лицо номер один, предложил похитить более 76 миллионов рублей, которые поступили на счет одной из коммерческих фирм. Сперва решили просто подделать документы, но действующий директор Вячеслав Утробин это заметил и направил в налоговую свои возражения. После неудачи решили действовать жестче, похитить Утробина, чтобы не мешал. При совершении похищения органа потребует от последнего выйти из состава участников его ГИШ для последующей передачи организации под контролем преступных лиц. Согласно материалам дела, Вячеслава Утробина после похищения избили, напоили водой с наркотиками, один пакетик подкинули ему в одежду, оставили его на пляже и вызвали полицию. Его арестовали на месяц. За это время подсудимые с подельниками выкрали его паспорт, вклеили туда фотографию Алексея Кайманова, который под видом действующего директора поменял руководителя фирмы, после чего деньги, 76 миллионов рублей, со счета сняли. В отношении остальных лиц организованной группы в настоящее время уголовное дело рассматривается, а также в Верховном суде Республики Татарстан. Досудебное соглашение предусматривает наказание меньше половины максимального срока. Суд признал Алексея Кайманова виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев, вызов 112.